Когда уже снег выпадает, и ты понимаешь, что скоро Новый год, и с каждым днем это все как-то веселее, веселее. Вот так. Но я очень рано поняла, что Дед Мороз это просто тетеньки переодетые, наши воспитательницы, понимаете. У меня вот такой эйфории от Деда Мороза не было. От новогодних елок, да, да. У нас же в областном совете профсоюзов, там же елку устраивали, и там выдавали кульки. Вот мама с папой приносят эти пригласительные на елку. Вот ты там пойдешь, отыграешь, отпрыгаешь, отпляшешь. Вот, и потом идешь, стоишь в очередь за кульками. Вот эти сказочные домики из фанеры, да, какая же красота. Там сидит Снегурочка или какой-нибудь зверек, вот, ну, выдавали. Я очень хорошо помню момент один. Мы, значит, короче, все там поплясали, получили кульки. Мы идем с девчонками с улицы своей, с Первомайской домой. И вот несем эти кульки. И вдруг сзади кто-то подбегает, и у одной кулек через плечо со спины выдергивает. Это была такая трагедия. Это реально была трагедия. Это просто вот... А я еще такая наивная. Я говорю: Тань, подожди, сейчас я сбегаю, еще попрошу. До сих пор помню, как я сейчас бегаю, еще попрошу. А мне: кто ж тебе даст-то? Ну, то нашла, всю дорогу ревела, плакала. Я не помню, мы делились своими кульками или нет. Не знаю, не помню. Вот не помню. Ну, утренники, конечно, ждали. Утренники в садике. Когда Дед Мороз придет, когда он притащит свой мешок в этот актовый зал. Да? Ну, где у нас вот это? В группу, в большую группу, вот эти залы, где у нас все праздники устраивали. И открывает этот мешок, а там эти кульки, они же были в хрустяшках-то вот этих, понимаете, мешки-то. О, и начинают раздавать. А какие вкусные они были. Там был зефир в шоколаде, там была пастила, там были вафли в шоколаде. И, насколько я помню, давали на 7 ноября, на Новый год и на 1 мая. 3 раза в год. Мандарины, апельсины только перед Новым годом. Это был самый главный атрибут Нового года. Нового года. Но, вы знаете, у нас папа работал. То есть он мог достать и мясо, и те апельсины, мандарины. Я помню, у нас родственники из Воркуты постоянно заказывали нам всякие вкусняшки. Вот. А раньше апельсины были, каждый заворачивался в резную салфетку бумажную. Каждый апельсинчик. И вот папа, помню, принес. Мама убрала в шифонер, чтобы нас они не раздражали, чтобы нас они не провоцировали. Но я-то знаю где. Я помню, вот я одна осталась, болела. Вот. Раньше же больничные не давали. Мама меня оставит, утром пить поставит, на работу, на обед приходила меня кормить. И вот мне так плохо, я вспомнила эти апельсины. Я полезла в шифонер, я достала один. Я его прямо так зубами очистила. А шкурки-то куда деть? И вот этот я апельсин ем, прямо захлебываясь, думаю, сейчас придут. Я собрала эти шкурки, ничего мне не придумала, как вышла, и в огород снег выкинула. Ну, это был 1, потом 2, потом 3 апельсин. Конечно, весь ящик я не съела. Но весной, когда сошел снег, та-да-да-дам. Мама: так, ну-ка, пошли на огород, дети. Настрое было. Кто кидал? Ну, что я не умела врать. Я сразу краснела, у меня слезы. Вот не то, что текли, я не плакала никогда, я никогда не плачу, да. Вот, у меня просто слезы наворачиваются, я безумно краснела. Ну, все, шлепка. Вот так вот. Конфеты были какие, вот эти, знаете, сейчас рождественские палочки-то вот такие полосатые. Вот нам их с Воркуты бабушка присылала в этом. В то время были? Были, да. То есть это не американский какой-то этот? Но они были, знаете, они, может быть, были не с загнутым кончиком, а просто вот такие полосатые палочки. И вот нам бабушка присылала посылки, и вот когда мы, ой, это тоже детское безумие, детская радость. Ой, эмоции просто зашкаливали. И вот я говорю, вот я сейчас это вспоминаю, я это все по новой переживаю. Ой, Дима, спасибо за этот день.